Экологическая ситуация в Крыму. Еще один повод обсудить полуостров в соседнем государстве и зарубежных странах. Но так ли все плохо? Об этом и не только мы будем говорить в программе «Итоги недели». В студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер. И в течение 30 минут мы расскажем о главных событиях за 7 дней. Точно такой же налет на проволоку, на бельевой. Нержавейка. Химическая атака на севере Крыма. Опасен ли выброс? Как специалисты борются с экологической катастрофой и кто понесет наказание? Никто ничего не подрывал. Никаких диверсий не было. Самый страшный теракт в истории России. На полуострове почтили память погибших в Беслане. Как сегодня борются с терроризмом в стране и в Крыму. Используют данные сети, создавая группы, размещая материалы, оправдывающие либо призывающие к совершению экстремистских действий. Новый директор, кардинальные изменения. Что ожидает зрителя в Крымско-Татарском академическом театре? У нас новый художественный руководитель. В Крыму подорожает хлеб. С чем это связано и насколько повысится цена на хлебобулочные изделия? В связи с достаточно сложными погодными условиями был неурожай. Какой была неделя для крымских спортсменов? О победах и поражениях расскажет Мухаммед Зикрияев. Более сотни болельщиков пришли поддержать свои команды и поболеть за лучших игроков. Об этих и других новостях прямо сейчас в нашем выпуске. Выброс в Армянске – это тема главная и самая обсуждаемая на этой неделе. Во вторник стало известно, концентрация вредных веществ превышена. На место сразу же выехали глава Крыма, министры, представители Роспотребнадзора. Работу крымского «Титана» временно приостановили, а сотрудникам пообещали, что каждому будет выплачена месячная зарплата. Всех детей Армянска и прилегающих сел вывезли из города. Как подчеркнул глава Крыма, это предупредительная мера. Сейчас специалисты РАН решают, как нейтрализовать источник вредных выбросов. А я напомню, что в ночь с 23 на 24 августа металлические предметы в Армянске покрылись липким ржавым налетом, а жители начали жаловаться на першение в горле. Давайте посмотрим сюжет. Точно такой же налет на проволоку, на бельевой. Нержавейка поржавела. Мгновение, проведенное на улице, и во рту сразу же химический привкус. Валентина Михайловна во двор теперь выходит только в маске. Ее любимые розы и урожай погибли буквально за ночь, а все металлические предметы в поселке Перекоп покрылись странным налетом и заржавели. Как выяснилось, виной всему сернистый ангидрид или диоксид серы. Сотрудники Роспотребнадзора утверждают, жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Ситуацию на севере полуострова продолжают мониторить специалисты Академии наук. Мы измеряем сейчас ароматику, ацетон, бутилоцетат. Мы набираем, привозим в лабораторию и меряют люди, то есть целый штат. На сегодня это 5 точек, 4 в каждом интервале времени, то есть 4 раза в сутки. Каждый раз по 5 точек. Плюс еще жалобы. То есть люди, когда звонят, мы подъезжаем, тоже делаем замеры. Выброс произошел в ночь с 23 на 24 августа. В социальных сетях жители начали выкладывать посты, где писали о странном налете, а также жаловались на першение в горле. Как выяснилось позже, химические испарения вырабатывает высыхающий технический водоем на севере Крыма. Огромный кислотонакопитель много лет хранил отходы производства завода «Титан». Из-за сильной жары вода в резервуаре испарилась, и в атмосферу начал испаряться диоксид серы. А уже во вторник на полуострове забили тревогу. Концентрация вредных веществ превысила допустимую норму. Эта информация перепугала местных жителей. Здравствуйте! Экстренно утром вторника глава Крыма выехал в Армянск. Там его уже встречали взбудораженные жители. Только один вопрос – почему с вывозом детей в санатории затянули? Сергей Аксенов людей попытался успокоить. Мол, все эти дни ситуация тщательно мониторилась и находилась под контролем. А специалисты брали пробы 6 раз в сутки. При этом глава республики версию о диверсии исключил сразу же. Здоровью и жизни граждан ничего не угрожает. Создан оперативный штаб. При этом оснований для введения режима ЧС нет. И хотя специалисты утверждают, угрозы для здоровья населения нет, почти 3000 детей школьного и дошкольного возрастов в этот же день вывезли в крымские здравницы, а в школах Армянска и прилегающих сел объявили каникулы. Только Евпатория приняла более 1000 детей. Накрытые столы с горячим ужином и даже культурная и спортивная программы. Сотрудники здравниц постарались создать комфортные условия для детей. Готовы встречать детей,
Все корпуса у нас готовы. Новая постельная. Корпуса отремонтированы у нас. Я думаю, это видно. Мебель и так далее, и так далее. То есть мы готовы принимать детей в том объеме, который нам будет дан. Остальных детей разместили в здравницах Сакского и Бахчисарайского районов. Дорога, проживание и питание. Все за счет государства. Автобусы уже выехали в количестве 25 автобусов. Эти автобусы разъедутся согласно спискам под школы. В определенное время мы это время сообщим. Сейчас время зависит от учителей. Несмотря на беспокойство жителей, за медицинской помощью к врачам обратилось порядка 20 человек. Основные жалобы – затруднения дыхания и раздражение кожных покровов. Ситуацию в Армянске отслеживают специально созданные уполномоченные органы надзорные. Это под контролем правительства, правительственной комиссии Республики Крым, Роспотребнадзор, Природнадзор, которые имеют специально созданные для этого лаборатории, берут пробы воздуха, воды, как положено в этих случаях. Медицинские работники отмечают обращение граждан, в основном с нетяжелыми проявлениями раздражающего действия, аллергического действия на кожные покровы, слизистые рото-носоглотки и конъюнктивы глаза. Сами горожане активно скупают все абсорбенты. Аптеки едва справляются с таким спросом. Улицы города несколько раз в день промывают водой. Для жителей открыли горячую телефонную линию. Специалисты Российской академии наук, главный санитарный врач России, представители МЧС, крымские профильные ведомства. Все изучают экологическую ситуацию на севере Крыма и пути нейтрализации источника химических выбросов. Для начала остановили работу завода «Титан». При этом зарплату работники получат в полном объеме. Заработная плата за сентябрь будет выплачена в полном объеме. Это первое. Второе. С сегодняшнего дня приостанавливаем деятельность предприятия. Как вы все знаете, граждане города знают, предприятие невозможно остановить в один день. То есть это будет приостановка в течение недели. То есть выкручиваем процесс. То есть через неделю ни одна труба дымить не будет. Историей уже заинтересовались правоохранители. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там уверены, на заводе нарушили правила хранения опасных веществ и отходов. Режим чрезвычайной ситуации вводить не стали. В среду МЧС заявили, что такой необходимости нет. В этот же день создали рабочую группу для решения проблемы с подачей воды в пруды накопители завода «Титан». Основной вариант, рассматриваемый специалистами – перекачка воды из Каркиницкого залива. А что думают по поводу выброса крымские экологи? Об истории крупнейшего завода, о том, угрожает ли экологии, жизни и здоровью крымчан химический выброс и на какие регионы он распространяется. Об этом подробнее нам прямо сейчас расскажет доктор геолого-минералогических наук, профессор, президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко. Какие последствия после выброса в Армянске для экологии Крыма и для жизни и здоровья крымчан? Ну, знаете, сегодня уже четко, ясно мы видим, что это складывается ситуация неблагополучная, экологическая именно в самом Армянске и Филатовке, Перекопе, то есть в тех населенных пунктах, непосредственно прилегающих. Проявилось то, о чем экологи говорили почти 50 лет. Я уже в возрасте человек, и я был свидетелем того, как все начиналось, как выбор произошел не очень разумный в местах перелета птиц, там, межконтинентального и так далее, озер уникальных, на входе в курортный Крым. Ну, тогда к этому особенно не прислушивались. В советское время было директивное решение ЦК КПСС, Крымского обкома и так далее, и так далее. В 1971 году началась активная стройка, и первые 10-15 лет, ну, были фанфары. Смотрите, какое крупное пришло предприятие, большая химия в Крыму, наращивались мощности. И самое главное, почему был выбор сделан на Крыме, это то, что Северо-Крымский канал, уже пошла вода, миллионы кубов воды, которые можно использовать в технологическом процессе. Есть там такая особенность этого процесса, так называемого серно-кислотного, когда серной кислотой разлагают титан-содержащие минералы, и потом нужно этот титан отделять от железа, и там сложные процессы. Но в конечном итоге получаются отходы, жидкие отходы, кислотные отходы. И эти, по существу, кислота, pH 1,2, 1,4, это все направлялось в кислотонакопитель, шламонакопитель, который имеет уникальные, нужно сказать, планетарного масштаба объемы. Такого, наверное, в мире где-то еще редко найти. 7 километров дамба отделила участок Севаша
42 квадратных километра. Там проектная мощность 50 миллионов кубических метров. Они иногда наполнялись, переполнялись, разные годы было разное производство, масштабы, но сегодня там порядка, может быть, 15 и 17 миллионов кубов этой кислотной жидкости, а под ней шламы, так называемые черные. Это марганец, это титан, это железо, это вся таблица Менделеева. И вот когда в жаркое время, и когда технологический процесс нарушается, гидролиза из отсутствия воды, и плюс еще нет подачи воды из Северо-Крымского канала для того, чтобы немножко прикрыть эту серную кислоту, то сегодня концентрация начала нарастать и началось активное испарение, вот эти жаркие августовские дни, и мы имеем 24-25 августа эту химическую по существу атаку на территории Крыма, на территории сел прежде всего Перекоп, небольшое село прямо рядом, подбрюшье этого кислотонакопителя, село Филатовка, ну и Армянск, находящийся где-то 7-10 километров. И вот эта испаряющаяся масса со всеми ингредиентами кислотными по розе ветров, она иногда идет, кстати, на Калачакский район Херсонщины, но больше всего с севера и северо-востока ветра идут на Армянск, на Крым. И в итоге вот мы видим то, что видим сегодня. Желтые выгоревшие листья, усыхающая территория, плюс удары по металлу, по дереву, по людям, по биосистеме. Эти ингредиенты кислотные, конечно, действуют на слизистую оболочку, они действуют на кожу человека, они на респираторную всю. Мы провели исследования и злаков, зерно, там, мы провели исследования корнеплодов, это морковка, там, картофель, мы исследовали фрукты, всюду. Там, где лито, так называемые, или породные аномалии, литохимические аномалии, там и биохимические аномалии. И там люди живут, пьют, дышат, едят вот это дело. Конечно, это не может не сказаться на здоровье людей. Хотя там и говорят, что мы там делаем очистку и так далее. Да, они продвинулись в последнее время, но все равно, в общем, аккумулятивный эффект – это тот, что мы имеем огромное химическое воздействие на прилегающие территории, ну и, конечно, на экосистему, на здоровье людей. Почему здоровье людей особенно? Потому что не только люди дышат, ведь и на воду это действует. Давно бы уже надо было провести очень серьезные мероприятия, связанные прежде всего с конверсией этого грязного производства. Для курортного Крыма есть интеллект на этой территории, есть промышленные предприятия, есть промышленные площадки. Надо их максимально использовать для того, чтобы сделать нашу крымскую Кремниевую долину, Сколково, высокие технологии, все, что нужно для курортов, бытовая техника. Альтернативная энергетика, уже много солнца. Сегодня это вредит, как бы, оно испаряет, а в целом это же энергия. И мы бы могли создавать там производство ветроэнергетика. То есть потенциал у крымской силиконовой или кремниевой долины колоссальный. И, конечно, переработать вот все то, что накоплено, ликвидировать тот экологический ущерб, который накопился за десятилетия, ну, полстолетия. Сегодня в России есть такие программы. Сегодня есть у науки некоторые предложения, и мы уже встречались с главой республики, Сенценюком, зам главы по вопросам, курирующим вопросы, Юрий Михайлович по вопросам экологии. И есть ряд предложений о том, как все-таки кратчайшие сроки ликвидировать, закрыть этот процесс. Ну и потом уже, конечно, надо приступать к ликвидации того, что накопилось за десятилетия. И вот сегодня у нас создан при главе республики научно-технический совет, который он возглавляет, и сопредседатель Сергеев Александр Михайлович, это президент Российской академии наук. Это и распоряжение президента страны с тем, чтобы сделать рывок в технологиях, научных исследованиях, в инструментарии, которым мы должны современным располагать наши университеты, наши научные центры. И вот в этом плане надо очень много серьезно работать. Виктор Сергеевич, на какие регионы Крыма распространяется выброс в Армянске? Ну, вы знаете, пока что сейчас есть некоторые сведения о том, что Красноперекопск уже начал, так сказать, возражать и беспокоиться. Некоторые наиболее чуткие на воздух люди говорят, что трудно дышать, дети это, женщины особенно. Джанкой. То есть это вся северная полоса, то есть все, что находится под воздействием северо-западных ветров, идущих на юг, на юго-восток. Поэтому это да. Но будем все-таки надеяться, что погода изменится, жара спадет. Ну, будут найдены, и есть уже такие предложения, я их пока что не хочу обнародовать, пока мы не проведем эксперименты, не проверим их. И, может быть, нам удастся быстро погасить вот эту пленку, испарящую, чадящую над нашим кислотошламонакопителем, то есть над накопителем завода двуокиси титана.
понедельник вся страна почтила память погибших в Беслане 14 лет назад. Там, в школе номер 1, произошла кровавая развязка теракта. 3 дня террористы удерживали в плену школьников, их родителей, учителей. Теперь 3 сентября в России – это день солидарности в борьбе с терроризмом. В Симферополе состоялись памятные мероприятия о том, как сегодня борются с терроризмом в стране и на полуострове, в следующем сюжете. Масштабное мероприятие «Дети Беслана» прошла в медицинской академии. Минутой молчания почтили память погибших в трагедии. Этот теракт является самым страшным в истории страны. 14 лет назад, 1 сентября, террористы захватили первую школу в Беслане. 1300 человек удерживали в качестве заложников на протяжении 3 дней без еды и воды. Освободить заложников спецслужбам удалось 3 сентября. В результате этого теракта погибло 333 человека. Среди них более половины – дети. Еще 500 человек оказались ранеными. Все террористы, за исключением одного, были уничтожены. Борьба с терроризмом – это не только работа спецслужб, но и в том числе проведение таких вот подобных памятных мероприятий, приуроченных трагедии в Беслане, чтобы события, с которыми столкнулось общество, государство, никогда больше не повторились. А это уже стрельба холостыми. Подразделение Росгвардии демонстрирует освобождение заложников из захваченного условными террористами автомобиля. Российский спецназ показывает полную боеготовность. Мероприятие состоялось на территории Российского университета правосудия. Мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом, посетила и женщина, которая потеряла сына, героя, который участвовал в спецоперации по задержанию группы диверсантов. Он мне сообщил, что мама, мы задержали очень большую громадную банду в горах без единого выстрела, за что мне представили к званию капитана и наградили, послали на награду Орден Мужества. Он все это не успел получить, и ночью с 15 на 16 ноября взорвали дом с пограничниками, где погиб он, его жена и дочь. Так что я потеряла сразу 3 родных человека. Взялись за руки в знак солидарности в борьбе с терроризмом и волонтеры проекта «Ради будущего». В парке Тренева они организовали концерт «Дети Крыма за мир». Мы говорим о том, что дети должны объединиться, взяться за руки, подставить плечо к плечу друг другу и идти все вместе к светлому будущему. Только так мы можем победить терроризм национальный и также международный. А в Государственном комитете по делам межнациональных отношений и депортированных граждан провели круглый стол. Там обсуждали роль национально-культурных, религиозных, молодежных, общественных объединений по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму. В этот день принято вспоминать жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, совершенных террористических актов, в которые пострадали дети. Для всей России этот день стал днем общенациональной скорби. 26 февраля в 2006 году Госдума приняла закон о противодействии терроризму, после чего была создана организация, которая и занялась предотвращением террористических актов в стране. Основные полномочия возложили на ФСБ. Спецслужбы могут привлекать для борьбы с терроризмом даже вооруженные силы. Крымчане тоже находятся под защитой особых подразделений. И хотя энергетическая блокада, которую пережил полуостров осенью 2015-м, была признана терактом, в целом обстановка в Крыму остается спокойной. Под пристальным вниманием и социальные сети. Ведь современное средство связи является популярным среди террористов. Представители различных радикальных экстремистских террористических организаций в очень широкой сфере используют данные сети, создавая группы, размещая материалы, оправдывающие либо призывающие к совершению экстремистских действий, и с учетом чего молодые люди, да, в частности молодежь и подростки, черпая эту информацию из сети интернет в силу своей псевдокритической отношения к власти, то у них уже создается такой образ, что это люди правильно делают, и то есть еще до встречи с потенциальным вербовщиком той или иной экстремистской организации, либо террористической организации, они уже, в принципе, создана для них почва.
За последнее время спецслужбами было предотвращено на территории полуострова несколько диверсий. Памятные мероприятия, проводимые в России, это шаг к тому, что трагедия Беслана больше не повторится. Репертуар и творческие задумки Крымско-татарского театра претерпят серьезных изменений. Во вторник состоялась конференция с представителями Совета крымско-татарского народа и новым художественным руководителем Меджиде Мильгазиевой. Там обозначили приоритетные планы работы. По словам директора, все премьеры и масштабные проекты пока останутся без изменений. Планов у нас много. Вскоре, 6 сентября, состоится премьера нового юмористического концерта «Ойнаэх Кулеик». Приглашаем всех, приходите. Уверена, многим понравится, захотят еще раз прийти. В октябре состоится еще одна премьера. К нам придут новые молодые режиссеры. На данный момент у нас новый художественный руководитель Эльдар Джалилов. Будем работать, будут новые номера. И, конечно же, с приходом новых, молодых актеров со временем поменяется и репертуар. Представители Совета крымско-татарского народа отметили, приход нового директора – это новый этап в жизни театра. Кандидатуру Меджиде Мильгазиевой поддержали единогласно как Министерство культуры, так и актеры. Оказывается, жизнь нового директора напрямую связана с театром. Она закончила режиссерский факультет в Киеве, а также на протяжении долгих лет работала заместителем директора в Крымско-татарском театре. Коллектив театра готов к переменам, хотят и горят желанием плодотворно работать. И в этом направлении мы желаем им удачи. Дай Аллах нам видеться на новых хороших премьерах и постановках. С октября в Крыму на 10% может подорожать хлеб. Об этом стало известно в начале недели. Связано повышение с ростом цен на зерно и муку. Подробности в следующем сюжете. Подорожание хлеба в Крыму – одна из самых обсуждаемых тем. Предварительные прогнозы обусловлены повышением цен на пшеницу. По словам руководства Симферопольского комбината хлебопродуктов, стоимость зерна в сравнении с показателями прошлого года увеличилась в среднем от 10 до 15%. Стоимость на сегодняшний день по отношению к прошлому году действительно увеличилась. Общеизвестный факт, что в этом году в связи с достаточно сложными погодными условиями был неурожай пшеницы, в том числе и продовольственные группы. Выкладываем запросы котировок, торгуемся на понижение на площадках, делаем максимально все для того, чтобы приобрести продовольственную пшеницу 3-го и 4-го класса по более или менее приемлемым ценам. Причин, как пояснили несколько, это и засуха, и ориентир на курс доллара, и повышение цен на остальные компоненты муки. Казалось бы, логичное и дальнейшее подорожание конечного продукта – хлебобулочных изделий. Однако на крупнейшем предприятии республики Крымхлеб уверяют, что в ближайший год цена останется прежней. Правительством Республики Крым поставлена задача цену на хлеб удержать. Есть ряд разработан план мероприятий, уже принимаются меры определенного характера на Министерство сельского хозяйства в лице Римшина Андрея Васильевича. Если они будут все доведены до конца, в общем-то, будут приняты эти меры, то цена на хлеб не будет поднята однозначно в этом году, без вариантов. Как компенсируют убытки на предприятии Крымхлеб, нам пока не объяснили, но уверили, что цена останется прежней как на формовой хлеб, тот самый кирпич, так и другие виды хлебобулочных изделий. По поводу повышения еще такого разговора не было, но если повысится хлеб, то минимально. Не думаю, что будет большая цена и упадет спрос на хлеб. Также будут приходить и будут брать хлеб всему голова. Для государственного предприятия повышение цен на пшеницу может и не проблема, а вот частным пекарям придется покупать муку дороже. И всеми любимые лакомства из тандыра, лепешки и самса точно могут подорожать. Энвер Аблезис, Эрвин Амиралиев, телеканал Миллет. Временно приостановлено строительство объездной Дубки-Левадки. Об этом стало известно в понедельник. Работам мешает судебное разбирательство, которое сейчас продолжается. Дело в том, что собственник не согласен с изъятием земельного участка. Изначально дорогу планировали закончить в августе этого года, однако из-за сложившейся ситуации в эксплуатацию этого участка откладывается приблизительно до конца года. А вот в Керчи ситуация сложилась самым лучшим образом. В среду дорожники открыли движение для транспорта на первой развязке в районе Керчи. Это самый близкий участок трассы к Крымскому мосту. Развязка служит разворотной петлей для транспорта, который движется с Крымского моста вглубь полуострова или в обратном направлении.
принципе, это первое искусственное сооружение, которое позволяет беспрепятственно развернуться. То есть, если у нас кто-то по ошибке не успел съехать, допустим, в Тамане, да, проскочил, переехал наш замечательный Крымский мост, то вот это будет первое место, где можно полноценно развернуться и вернуться в Тамане. В Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия на этой неделе открылась выставка. Называется она «Крымско-татарская вышивка и исторические фотографии конца XIX – начала XX веков». При поддержке Министерства культуры Республики Крым более 100 уникальных экспонатов представлены из фондов Российского этнографического музея Санкт-Петербурга. Экспонатами уже заинтересовались ученые. В их планах изучения национальной вышивки шедевры рукоделия крымских татар увидела Султания Ситакаева. В этой небольшой комнате собраны поистине уникальные антиквариаты. Более 100 образцов крымско-татарской вышивки впервые увидят современные крымчане. Национальные костюмы, женские головные уборы, платки и полотенца для украшения стен. Все они изготовлены в крымско-татарских народных традициях искусными вышивальщицами около 100 лет назад и украшены разнообразными орнаментами и узорами. Женские головные покрывала, то есть по составу здесь в основном, конечно, вещи, вот которые, или значит это кыбрызы, которые украшали стены домов, причем из разных районов, и Южный берег, и Степной Крым. Шербенти, это вот девичьи покрывала, марама женские, тоже вот узорно-тканые. Ну и небольшая, конечно, коллекция мелких предметов, которые тоже украшались вышивкой. Это вот кисе, здесь есть и вышитая челма. Все эти старинные предметы хранились в фондах Российского этнографического музея Санкт-Петербурга более 100 лет. Они были собраны в Крыму известными учеными и сотрудниками музея еще в начале 20 века. На каждый образец этнографы в свое время бережно составили паспорт. Первые экспедиции были где-то в 1905-1907 годах начинались. Это иностранцы, Бонча-Смоловский, Миллер и очень много других исследователей, ученых. То есть благодаря им мы можем многие вещи на самом деле идентифицировать, откуда они происходят, к примеру, да, из какого географического района, кому они принадлежат. Эта выставка уже заинтересовала крымских ученых, этнографов и культурологов. В течение 3 месяцев они будут изучать особенности крымско-татарской вышивки. Мы сегодня предложили Российскому этнографическому музею совместно издать каталог крымско-татарского декоративно-прикладного искусства. Мы проведем работу и соберем из фондов всех музеев уникальные экспонаты в одном каталоге. Среди экспонатов выставки и национальный костюм молодого крымского татарина из Евпатории тех времен. Строгий и элегантный, он может стать ориентиром для современных модельеров, ведь идея добавления крымско-татарского колорита в мужскую одежду сейчас активно обсуждается в обществе. Сотрудники музея этнографического российского пообещали дать все вот в виде фотографий варианты, которые у них есть, сохранились. Это разнообразные арнаутки, да, то есть это вот верхняя одежда, которая использовалась в качестве жилеток только с рукавами. Поэтому для меня это действительно очень важное событие. Вот взахлеб знакомлюсь и благодарен Софии Ханум, сотрудникам нашего музея, за такие вот эффективные коммуникации, которые позволили сегодня крымским татарам, крымчанам, гостям полуострова ознакомиться и вот погрузиться в крымско-татарскую культуру. Более 2000 экспонатов культуры крымских татар сегодня хранятся в Российском этнографическом музее. В Крым привезена лишь малая часть этой ценной коллекции. Выставку можно будет посетить до конца ноября. Султания Ситакаева, Алишер Алимов, телеканал Миллет. Наш корреспондент Мухаммед Зикрияев подготовил подборку спортивных событий недели и уже готов нам рассказать о главных событиях в мире крымского спорта. Новая неделя, и мы снова о спортивных новостях за прошедшие 7 дней. На протяжении нескольких минут я расскажу вам о новостях спорта, а также с чем столкнулись наши спортсмены. Итак, переходим к главным событиям.
Открывает сегодняшний выпуск чемпионата России по шахматам. Крымчанка Оксана Грицаева потерпела 3 подряд поражения в суперфинале. Без поражений наша спортсменка прошла 5 туров. За этот период она заработала 2 победы и 3 ничейных результата. В 6-м туре феодосийская спортсменка капитулировала в противостоянии с Алиной Кашлинской из Москвы. В итоге Грицаева заработала право выступить в суперфинале благодаря победе высшей лиги чемпионата России 2018. Общий призовой фонд соревнований составит 9 миллионов рублей. Кроме этого, чемпионы мужского и женского турниров получат в подарок автомобиль марки «Рено». А вот футбольный клуб «Таврия» после 3-го тура стала лидером чемпионата премьер-лиги КФС. Более сотни болельщиков пришли поддержать свои команды и поболеть за лучших игроков. У себя дома ялтинский Инкомспорт крупно уступил ТСК «Таврии». Игра завершилась со счетом 0-3. «Таврия» просто разгромила новичков, а Кызылташ вырвал победу керченского «Океана». Бахчисарайцы забили 1 гол своим соперникам и сохраняли такой счет до конца игры. После 3 туров теперь первое место занимает ТСК «Таврия». На 2-й строчке закрепилась Крым-Теплица, а на 3-й Кызылташ. Сборная Республики Крым заработала 2 победы и потерпела 1 поражение в очередном туре чемпионата России по бейсболу. Подопечные Ивана Черепанова в Симферополе минимально выиграли домашнее противостояние у команды «Северные звезды» из Санкт-Петербурга. Крымчане во 2-м иннинге уступали противникам, а вот наставник крымского коллектива уверен, сборная республики в 2 первых матчах оказалась сильнее. Спортсмены полуострова приносят победы, а для подрастающего поколения открывают новые возможности. В Симферополе заработал очередной спортивный комплекс. На территории Симферопольской школы номер 40 за средства городского бюджета возвели центр для школьников. Он включает в себя футбольное поле, баскетбольную площадку, беговые дорожки и легкоатлетический кластер. Сезонные стадионы имеют современное искусственное покрытие. Кроме того, комплекс оборудован системами освещения и трибунами для зрителей. Площадки мы такие делаем каждый год. В этом году мы сдаем 3 таких площадки. У нас в планах на следующий год еще несколько спортивных кластеров спортивных при школах. Вот это такая перспективная задача администрации городского совета, депутатов Республики Крым, чтобы в каждой школе был такой стадион. В минувшие выходные в Санкт-Петербурге прошел всероссийский турнир по джиу-джитсу среди юношей и девушек. Спортсменам из Крыма достичь победы было непросто. Благодаря подготовке различных технических приемов они вырвали победу у своих конкурентов. После турнира оба наших спортсмена включены в состав сборной России для участия в первенстве мира, которое уже 17 сентября стартует в Греции. Такими были события недели. Следите за нашими новостями, оставайтесь с нами. Увидимся ровно через 6 дней. Такими были события недели в Крыму. Анализируйте, изучайте и проверяйте информацию вместе с нами. Хорошей, продуктивной вам недели.